Добрый день, дорогие соотечественники, друзья. Сегодняшняя тема нашего разговора – туркменская диктатура не имеет права на существование. Уже давным-давно, еще при первом диктаторе Сапармураде Ниязове, туркменский режим прошел точку возврата. У туркменского режима нет возврата, никакой замены на сына, на членов клана не может быть. Режим прошел точку возврата. Мы должны это понять. И граждане, и мировая общественность должна понять, что в Туркменистане коренным образом необходимо провести реформы. Для этого необходима мирная передача власти, вести переговоры с активистами оппозиции, а также Ассоциацией демократического движения Туркмен-Херекет. Определить пути реализации данного вопроса мирным путем. Поэтому я подготовил обращение ООН, ОБСЕ и дипломатическим ведомствам Запада. Я его вам сейчас прочитаю. Ассоциация демократического движения Херекет, Туркменский альянс сил сопротивления. Обращение ООН, ОБСЕ и дипломатическим ведомствам Запада. Туркменская диктатура не имеет права на существование. Вот уже 30 лет в Туркменистане свирепствует диктатура. Руководство режима ограбило страну, десятки миллиардов долларов национального богатства размещены в топ-10 крупнейших банках мира. Это обстоятельство бессмысленно и аморально. Туркменскому народу нечего есть. В настоящее время в Туркменистане царит полная безработица и произвол. Миллионы граждан покинули страну в поисках пропитания. Чтобы прокормить семью, наши молодые граждане ищут работу и умирают на чужбине. А туркменский диктатор Бердмухамедов даже не разрешает хоронить их в стране. Экономическая разруха в стране продолжается грубыми нарушениями законов и прав человека. Поэтому тюрьмы заполнены безработными гражданами, а политическая тюрьма ОДНДП – диссидентами. В настоящее время господин Бердмухамедов ищет политический подход к влиятельным гражданам Запада. Что бы ни случилось, он хочет сохранить власть в своих руках или передать ее своему сыну Сердару. В связи с этим Ассоциация демократического движения Туркмен-Херекет, Альянс сил туркменского сопротивления считает недопустимым поддерживать преступного диктатора туркменского президента. Мы просим ООН, ОБСЕ и дипломатические ведомства строго и честно отреагировать на деятельность туркменского диктатора Гурбангулы Бердмухамедова. Чтобы облегчить тяжелое положение безработных, голодных и больных граждан, необходимо оказывать народу международную помощь. Настало время принять конкретные политические меры против деятельности туркменского вора, президента-диктатора Бердмухамедова. Начать арестовывать его банковские счета, на которых лежат похищенные из туркменской казны деньги. Начать переговоры с Ассоциацией демократического движения Туркмен-Херекет и другими активистами оппозиции по подготовке и мирной передаче власти. Акмухамед Байханов, лидер Ассоциации демократического движения Туркмен-Херекет. Дорогие соотечественники, дальше нам отступать некуда. В стране разруха, экономика, безработица, все законы не действуют во благо человека. Поэтому мы должны все подняться, взяться за руки и бороться против коррумпированного преступного режима Гурбангулы Бердмухамедова.
Ни он, ни его сын, ни его член его клана не может быть следующими продолжателями туркменской власти. Туркмения требует полной реформы. Мы, Ассоциация демократического движения Туркмен Херекет, Альянс сил туркменского сопротивления, подготовили проект по организации в Туркменистане Народной Республики, Туркменской Народной Республики. И это обеспечит передать народу часть земель, народу передать собственность хозяйства. Должно быть все народное. Народная экономика должна быть. Основу экономики государства должна составлять народная экономика. Без народной экономики, когда вот видите, рушится страна, весь народ страдает. Голодный, есть нечего и работать негде. Вот, поэтому мы подготовили устав, подготовили все необходимые материалы для реформирования Туркменистана в Народную Республику. Прошу вас всех поддержать. Прошу передать данный текст, прочитав своим соседям, друзьям, о деятельности Туркмен Херекет и о том, что пришло время всем подняться и взяться за руки, чтобы обрести свободу. Я благодарю вас за то, что вы меня послушали. Желаю всем вам здоровья и благополучия вашим семьям. До новых встреч!